Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Итак, сводки с фронта. Давайте посмотрим результаты голосования. Сам факт этого Бурматов назвал противозаконным. Но я не об этом сейчас. Посмотрите цифру голосовавших за истребление. 15 тысяч. Кто это? Конечно же, это местное население. И вот что пишется дальше. Якутяне оказались гораздо добрее и гуманнее, чем писали собакозащитники. Я воздержусь от комментариев. В Якутске в спешном порядке строится вот такой ангар с клетками. Официальных ответов на многие вопросы мы пока не нашли. В Якутске давно просят построить приют или хотя бы выделить землю под приют. Но нет, на это ни куска земли от вечной мерзлоты. Хотя и земли много, и ценности она не имеет. Власти не шли на компромисс, даже не пытались услышать или обсудить, просто замалчивали эту тему. Все понимали, что к чему-то готовятся. Они ждали случая, чтобы развязать себе руки. Ведь у них накипела эта ненависть к животным. Животных нельзя было больше отведенного срока передержать или придержать в ППЖ. Простерилизовали и быстро вон на улицу. Видимость исполнения закона, чтобы их количество зашкаливало на улицах, чтобы это обозляло местное население, чтобы они боялись собак и жаловались. Многих, очень многих хвостов ищут и не могут найти волонтеры. Нет собак ни на улицах, ни в ППЖ. Зато посыпались угрозы, якобы за клевету. Что ж, пусть подают в суд. Нам есть что показать и что предъявить. Все собаки, а их сотни, были по номерам бирок, жили в определенных районах на определенных улицах, где волонтеры за ними ухаживали, как могли, в условиях севера, как выброшенных, выкинутых, без приюта, без клочка земли. Но они все у нас есть, и все фото, видео, доказательства у нас есть. Мы не можем найти этих собак. Где они? Это клевета? Кто ответит за это? Да, живодеры научились скрывать свои преступления. Только кровь на снегу. Или вот, чудом избежавшая смерти собака. Она смогла вырваться и спрятаться в подъезд. Там ее увидела и сняла на телефон женщина. Петля из тонкой проволоки, которой легко задушить насмерть. Это не отлов, это убийство. Вот такое приспособление в Якутске вешают на собак, ловят таким приспособлением в Якутске собачек. Это собачка с ППЖ, которую мы спасли и прикрыли в подъезде. Вот на ней было такое приспособление. Удавка накидывается на головешку, и вот это такая проволока. Удавливают или что они делают, непонятно. Но у второй собачки на улице бездомной сняли тоже такое же самое, которое этим повезло, они сбежали. Сегодня, 8 января, мы ездили, искали собачек, которых увезли. Просто кто-то открыл калитку, отвязал этих собак и выпустил, и их увезли. Мы их не нашли в 2 местах, на автодорожной и в ППЖ. Их просто уничтожили. И так очень многие собаки, пропавшие по городу, не найдены, потому что их просто уничтожают. Обманным путем говорят, что они на автодорожке большие, там совершенно мало собак. И вот такими приспособлениями уничтожают собак. Вы видите, это вот с этой собачки, которая не сделала никому больно, ничего никому не причинила. Она страдала за свою такую короткую жизнь. Чем она провинилась? Хочется спросить власти города Якутска.
Это что такое-то происходит? Так вы же ее душите, господи. Как мы душим? А? Как мы душим? Вон, блядь, аж на кровь. Что там за собака? Так вы ее отпустите уже, вы посмотрите, что у нее. Она же сейчас помрет. Это вот вы так отлавливаете, да, получается, собак? А как хотите? Вот таким способом отлавливаете, вот так, да? А как отловить? А? Как А отловить? что, убивать надо тогда, что ли, или что? В смысле убивать? Ну убиваем, что ли? Так она сейчас, вы же ей горло получается, посмотрите, что Вы вы. не мешаете здесь, видите, мы мешаем. А вот так умирают те беспомощные, которые не могут себя защитить, несмотря на зубы, которых так боятся местные жители. В 4 руки 2 сильных лба душат, убивают. И плач тощий, несчастный, не останавливает их. Это не мгновенная смерть. Мэр сказал, что действует в рамках закона. Итак, кто еще позволит вякнуть по поводу клеветы? Попробуйте только вякнуть. Вон с этого канала. Кому повезло, возможно, временно, их отловили и разместили в ППЖ. Сгрузили, чтобы убрать с улиц. А каково им, как шпроты в банке, без зонирования, большие, мелкие, кобели, суки, дружат, не дружат, друг на друге, собаки в стрессе. Посмотрите, посмотрите, они даже не дерутся, они настолько напуганы, что происходит. Но нет, земли не выделят, нет. Зато себе в спешном порядке, чтобы управлять их жизнями и казнить, они быстро нашли землю, быстро настроили клеток. Видимо, разрабатывают план, как дальше заметать следы преступлений, чтобы недоказуемы были эти убийства. Собаки пропали, нет трупа, нет преступления. Собак нет, они не могли взлететь, испариться. Где собаки? Друзья, как уже не первый раз мы знаем и помним, что власть Якутска умеет поздравить население всей планеты с праздниками. И вот очередной праздник. Мы все живем на Корвалоле. Только мне за эти дни позвонили человек 200. И все с одними и теми же словами и вопросами. Что это за город? Кто там живет? Что за культура? Кто их родил? Какие органы у них и почему отсутствуют? Абсолютно все живут эту неделю на лекарствах. Кто-то попал в больницу с сердцем, кому-то скорая сбивает давление, у кого-то открылась язва желудка. И это все из-за нервов. Кто за них ответит? Кто ответит за этих людей? Власти, ответьте. Вы в курсе, что происходит с людьми на всей планете? Кто-то убивает беспомощных, забыв объяснить им, за что душит леской. Им и так было холодно. Многие и так бы не пережили морозы. Многие не знали зла и жестокости. Многие были самовыгульными. Мороз и голод и так убивает. И вот оказывается, есть и страшнее леска, удушение, ловушка, яд, дротики. За что убиваете добрых, тощих, еле выживающих? Вы зачем их стерилизовали? Для видимости исполнения этой программы? Для того, чтобы убить? Чтобы убить, не надо стерилизовать. Как же многое вам бы сказали люди. Они говорят вам, только вы не слышите. Помимо души, у вас еще и со слухом плохо.
Друзья, наши счастливчики, которые вырвались из этого ада, они поняли, что они спаслись, что их спасли добрые люди. Мы их лечим. Некоторые в стационаре. Нам нужна ваша помощь. Также все праздники у нас провела в стационаре Майя. Была сложнейшая операция. Но даже некогда о ней рассказать. Сейчас приходят счета, надо оплачивать операцию. Ее пребывание. На днях состоится очередная операция, наверное, 4-я уже по счету. Нам нужна ваша помощь. Услышьте, пожалуйста, услышьте. У нас в Москве тоже много новостей. Но вы понимаете, все мысли о том, что творится в Якутске. Все равно продолжаем заботиться о наших прилетевших. Вы часто спрашиваете про Нюру. Она уже в семье. Надеюсь, ребята справятся, и Нюра станет нормальной собакой. Вот ее первые фотки из дома.